Центральной Азии снова отказались от 9 мая. Таджики и кыргызы провели совместный ифтар. Туркменистан. Книга Бердымухамедова на праздничной молитве. В этом году в Узбекистане 9 мая не планируется проведение военных парадов. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по воспитательной и идеологической работе Министерства обороны Узбекистана Ойбек Мамадалиев. Как отметил Мамадалиев, 9 мая в Узбекистане не День Победы, а День памяти и почестей. Мамадалиев также подчеркнул, что в этот день пройдут лишь мероприятия, посвященные чествованию и уважению пожилых людей, пишет радио Азадлик. Примечательно, что так называемый Парад Победы не проводился в Узбекистане также в прошлом и позапрошлом годах, под предлогом пандемии. Возможности бюджета сейчас запрашивать на проведение парада, это, представляете, затратно. Это горюче-смазочные материалы, это командировочные расходы, это питание. В свою очередь, ранее в Министерстве обороны Казахстана также заявили, что в следующем месяце не станут проводить 9 мая традиционный военный парад. Ведомство объяснило решение не проводить военный парад экономией бюджетных средств. Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? Наигрались безвозмездную помощь. Спасать вашу власть в Казахстане. Бардак ваш прекращать. А вы парад отменяете? Об отказе от проведения военного парада 9 мая в этом году заявил и Кыргызстан. Власти страны сообщили, что в этот день пройдет митинг-реквием и состоится шествие бессмертного полка. Проведение нашего внеочередного саммита связано с чрезвычайными событиями. Тем самым, несмотря на колониальную зависимость стран региона от России, режимы в этих странах вполне серьезно начинают готовиться к различным сценариям развития событий, допуская скорое падение России как региональной державы. Парад Победы! Напомним, традиционный парад 9 мая используется сегодня Москвой как идейно-политический символ былого величия Советской России. В этот день Кремль устраивает демонстрацию своего вооружения, принуждая свои колонии в Центральной Азии также проводить парад, подчеркивая их статус. Ура! Старейшины и активисты приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана участвовали в совместных ифтарах и пообещали сделать все возможное, чтобы избежать новых вооруженных стычек на границах двух стран. Совместные ифтары жителей приграничных районов прошли спустя 2 недели, после очередной перестрелки на таджикско-кыргызской границе. Братский ифтар прошел вечером 27 апреля в сельском джамуате Овчи-Калача Бабаджон-Гафуровского района. В нем участвовали более 50 старейшин и активистов Бабаджон-Гафуровского района Таджикистана и Лейлекского района Кыргызстана. Это первая братская встреча двух соседей после того, как 12 апреля 2022 года произошла очередная перестрелка между пограничниками двух стран. Вечером 26 апреля в сельском джамаате Чоркух также был организован совместный ифтар, в котором участвовали около 100 жителей таджикской Исфары и кыргызского Баткена. Мухаммаджон Мухиддинзада, зампредседателя Исфары, говорит, что ифтар организовала таджикская сторона по совету местных старейшин. В гости пришли председатели сельсоветов Баткена, старейшины и активисты. Ожидается, что такой же ифтар с участием таджикистанцев устроит кыргызская сторона. Примечательно, пограничные конфликты между Таджикистаном и Кыргызстаном происходят с удивительной регулярностью, и, как заметили наблюдатели, власти стран не прикладывают особых усилий для их предотвращения. Очевидно, власти этих стран, особенно режим Рахмона, являются бенефициарами данных конфликтов, то есть они лично заинтересованы в регулярной активизации патриотических настроений в обществе, спровоцированных так называемым фактором внешнего врага. И прошедшие ифтары в очередной раз подтверждают неестественный характер приграничных конфликтов и единство мусульман региона. Любые там проблемы, там, вы понимаете, там за 100 лет там киргизы и таджики уже породнились. На границе это уже все родные люди живут, женятся, замуж выходят, это все нормально, это мусульмане все. Они вот это такой инструмент отвлечения от реальных проблем. Чуть что Рахмонов чувствует, что опасность его режиму, он сразу, вот враги, вот киргизы, и всю массу он отводит туда.
2 мая в Туркменистане отметили Ораза Байрам, однако в ходе праздничного намаза имам хатыбы мечети читали книгу Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом пишет хроника Туркменистана. В мечетях страны прошли праздничные молитвы. Госинформагентство ТДХ о них не сообщало, однако об этом был показан репортаж на национальном телевидении. На кадрах видно, что в мечетях имам хатыбы читали собравшимся в честь праздника мусульманам новую книгу экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова «Смысл моей жизни». 57-ю книгу находящегося в отпуске отца на заседании Кабмина 29 апреля с воодушевлением презентовал сын и по совместительству новый президент страны Сердар Бердымухамедов. В свою очередь Госинформагентство ТДХ при освещении книги назвало книгу выдающимся философско-литературным трудом, а также квинтэссенцией мудрости и исконно национальных духовно-нравственных ценностей, передаваемых туркменским народом из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Напомним, что предшественник Гурбангулы Сапармурат Ниязов, Туркменбаши, также писал книгу под названием «Рухнама», которую также считали священной книгой. Она входила в школьную программу. Я хочу сказать спасибо нашему президенту, великому Сапармурату Туркменбаши, что он дал нам такой вот этот священный Рухнама. После смерти Ниязова Гурбангулы Бердымухамедов в 2009 году издал указ об изъятии Рухнамы из всех библиотек и школ. Однако очень скоро на ее месте оказались книги уже самого Бердымухамедова.